Не, вы продолжайте это делать. Продолжайте. Kıymetli suğu iki sarıya gitsin eğitim. Sen veşi Вы тоже сюда, да. Ты же сюда переходи. Он же против братьев пошел. Да, я думаю, да. И здесь начался диалог. Быстрый очень, блиц. На сцене Ингушского драматического театра идет репетиция постановки «Когда арба не перевернулась» по мотивам пьесы грузинского драматурга Атия Иосилиани. Ставит этот спектакль грузинский режиссер Вахтанг Николава на ингушском языке. Премьера обещает быть очень громкой, поскольку даже на репетициях актеры выполняют все указания режиссера и полностью вживаются в роль. Что касается работы, я получил огромное удовольствие, потому что безумно приятно работать с ингушами, с ингушскими актерами, потому что мы очень похожи ментально. Несмотря на то, что я ставлю на ингушском языке с переводчиком, практически действия, которые мы разыгрываем, они очень понятны и им, и мне, и мы как-то находим общий язык на уровне даже не слов, а какой-то взаимной энергии, взаимного понимания. Это очень приятно работать, потому что очень талантливые люди, очень веселые, очень добрые. Знаете, есть такое высказывание, что добрую комедию, злые люди играть не могут. Пьеса «Пока арба не перевернулась» – это история о том, как молодежь уезжает из деревни в город. Но представителям старшего поколения, таким как главному персонажу постановки старому крестьянину Агаба, это невыносимо грустно. Он расстроен, что сыновья уехали в город. Он посылает телеграмму о своей смерти, и дети слетаются в родной дом. Навестив отца, сыновья вскоре уезжают, но пока арба не перевернулась, пока жив Агаба. Он будет бороться за то, чтобы молодежь оставалась в колхозе и возделывала землю с такой же любовью, как их отцы. Эту постановку нет, я ставлю впервые. В Грузии она очень популярна, эта пьеса. Но в Ингушетии она тоже известна, потому что сам Атия Иосилиани здесь вместе с режиссером Ингушского театра, он ставил в свое время эту пьесу, и в Грозном ставилась эта пьеса, и в Ингушетии эта пьеса, она достаточно популярна у вас здесь. Атия Иосилиани, который написал эту пьесу, он писал эту пьесу в Ингушетии. В горной Ингушетии, в Джараском районе, он друг Ингушетии. И по нашим преданиям эта пьеса была написана в Ингушетии. А главную роль в этом спектакле играл заслуженный артист России, замечательный, великий Магомед Цицкиев. Он играл главную роль Агабо. Сегодня уже другой состав работает. Разве это не память? А сама тема этого спектакля говорит о нравственности, поколении, отношения родителей к детям и детей к родителям. То, что сегодня необходимо нашей республике, нашей стране. Роль Агаба в постановке Ингушского национального театра исполняет Беслан Халухаев. Актер признается, что несколько лет не выходил на сцену. Ранее он сыграл в спектаклях «Ханума», «Кровавая свадьба», «Иду в путь мой». В его исполнении Агаба воплотил типический и неповторимый индивидуальный характер крестьянина, любящего землю, свой труд на ней, своих детей и ценящего людей по их отношению к земле, родному очагу, друг другу. В принципе, нам эта тема близка, но каждый человек, наверное, в своей жизни испытывает то, что я сейчас испытываю на сцене. Потому что дети, там снохи, там жена, там соседи, все вот это то, что у нас вот сейчас в данный момент происходит, обыденная наша жизнь. Это все отражается вот здесь, видно это на нашем спектакле. Я надеюсь, что все получится. Жену Агаба и мать семейства сыграла народная артистка Марина Сокалова. В постановке задействован практически весь состав драматического театра, всего 11 персонажей. Очень интересным получился сосед Агаба, Карпов, в исполнении Махмуда Нальгиева. Зовут его КРП, появляется он где-то в середине, когда там только приезжают, сыновья приезжают, там вроде там кто-то умер, а он сосед, хороший сосед этого Агабо. Они живут вместе, живут давно, возраста моего 50 с копейками лет. И человек такой простой, наивный, одинокий, но очень такой, все принимает за правду всю.
Для режиссера Вахтанга Николаева постановка спектакля на ингушской сцене – это первый такой опыт. Он ставил спектакли по всей стране. Моя постановка о родителях. Я посвящаю этот спектакль моим родителям, нашим родителям, вашим родителям, всем, кто хоть как-то участвовал в нашей судьбе, в нашем воспитании. Потому что деревня – это как бы образ, ведь, да, это наши корни. Рано или поздно мы все равно вернемся к ним. Я верю в это. Совместно с Национальным драматическим театром работали многие известные режиссеры с разных городов и даже стран. И совместная работа с грузинским режиссером – это большой опыт, как для театральной труппы, так и для нашего зрителя, который увидит классический спектакль в новом режиссерском решении. Я думаю, что Национальный театр должен быть в среде лучших. С Национальным театром должны работать лучшие режиссеры страны. Это авторитет Национального театра. Это задача любого умного руководителя, который хочет, чтобы его в репертуаре театра находились пьесы мировой классики. Уже театральный мир Запада, Грузия отличается высоким уровнем театральности. Не только у нас в Грузии, но и в Российской Федерации. Они все работают, режиссеры, амплуа шикарных театральных режиссеров. Поэтому мы гордимся, что он с нами работает. Пока что на сцене театра идут усиленные репетиции, декорации уже готовы. Художником-сценографом является Далидзе Анано. Премьеру спектакля зритель увидит в начале Нового года.